Строительная техника поэтапно расчищает русло Сунжи от большого слоя каменных отложений и мусора. Всего рабочим предстоит поднять со дна реки до 1,5 метров камня. По итогу ширина Сунжи на различных участках будет разной – от 40 до 100 метров. Первым долгом произвели гидросъемку, сделали разбивку, все остальное согласно проекту. Глубина, ширина – все в проекте, направление русла – все в проекте. Когда река перекрыта множеством камней, она не может свободно течь, что приводит к образованию каменных наносов и подводному застою. Непроведенные вовремя оздоровительные работы – одна из причин, что сегодня в летнее время Сунжа практически уходит вниз, и от полноводной реки весной остается лишь напоминание. В первую очередь это для оздоровления реки, то есть путем очистки каменных отложений и ликвидации вот этого мусора. Каждые 10 лет такую работу надо проводить. А возникает это все в связи с наводнениями. То есть, получается, наводнение проходит, у нас поднимаются каменные наносы, а это уже препятствует дальнейшему протоку воды, что уже в свою очередь может повлиять на чрезвычайную ситуацию. Получается, что если у нас реку мы не будем чистить от этих наносов, то вода вначале проходит, грубо говоря, между этими камнями. То есть если маленькое течение проходит, то вода проходит между камнями. Сейчас, как мы видим, идет расчистка русла, и зеркало воды появляется. Оздоровление Сунжи проводится в рамках проекта сохранения уникальных водных объектов нацпроекта «Экология». Протяженность очищаемого участка согласно проекту более 4500 метров. Общая стоимость реализации данного проекта составляет более 60 миллионов рублей. Оздоровление Сунжи проводится в пределах границ Магаса. Начинаются работы на южной окраине столицы республики и заканчиваются примерно в 500 метрах от въездного моста. Реализация проекта должна предотвратить деградацию водного объекта и тем самым улучшить экологические условия проживания населения. Для того, чтобы река могла свободно протекать, со дна удаляется все, что ей мешает. Это позволит воде обогащать окружающую природу и поддерживать разнообразную флору и фауну. Элементарно рыбам будет более комфортнее в глубокой реке. Помимо этого, очистка позволит снизить риск подтопления в паводковый период. Уверен, что уже в конце следующего года у нас будет появляться зеркало воды уже непосредственно в городе Магасе. При самых низких течениях. К оздоровлению Сунжи рабочие приступили в начале месяца. На сегодня расчищено от каменных отложений и мусора около 350 метров. Таким должна выглядеть Сунжа в границах Магаса по окончанию работ. Проект разбит на 2 года. То есть уже в конце 24-го, даже в самый засушливый период, здесь по плану будет видно зеркало реки. Первый этап – это 1,6 километров выполнения работ. На сегодня где-то процентов 30 выполнения. Самое главное, погодные условия сложности дает. Мы выполнили этот объем 300 метров, провели 40 шириной. Вода пошла, все по новой пришлось опять копать и все разводить дело. Работы по очистке начали недалеко от будущей центральной мечети Магаса. До конца лета строители обещают завершить первый этап по оздоровлению Сунжи. Муслим Ганиев, Джамалей Султыгов. Новости 24.